На федеральных автотрассах заработает автоматизированная система взимания платы под названием «Платон» за проезд большегрузных автомобилей с массой свыше 12 тонн. Систему полностью развернут на федеральных автодорогах страны к середине следующего года. Стоимость за перевес составит 1,5 рубля на 1 километр пути. Тариф в целом возрастет до 3 рублей с марта 2016 года. В связи с грядущим взиманием платы с большегрузов, несмотря на заверения федеральных властей, в Якутии, как и в других регионах, опасаются скачка цен на товары и услуги. Недовольны, безусловно, сами перевозчики. Водители с ряда районов, Якутска в частности, собираются на небольшие пикеты, чтобы выразить свое несогласие с фактом роста тарифов. Перевозчики указывают на то, что не дальнобойщики из своего кармана будут выкладывать эти деньги. Это все будет закладываться в стоимость перевозки. Репортаж Сергея Алексеева. Давка на нас идет. Мы просто не можем это все. Тут сегодня тахограф поставить, завтра страховку заплатить, послезавтра резину переобуть, потому что надо зимнюю резину на зиму, на лето летнюю резину. Мы не в силах, мы ездим на лохматье. Мы не справляемся ни с чем. С 15 ноября этого года и до конца февраля следующего дальнобойщики и компании-перевозчики за каждый километр федеральной дороги будут платить около 1,5 рублей. С 1 марта 2016 тариф увеличится почти в 2 раза. В правительстве отмечают, что это самый низкий размер оплаты среди аналогичных систем в Европе. Например, в Австрии ставка доходит до 49 центов, в Белоруссии – 16. Российский тариф по сегодняшнему курсу в 6 раз ниже, чем, например, в Белоруссии. Вносить сбор перевозчики должны через систему «Платон», оператором которой стала компания РТ Инвест транспортные системы. Правительство, приступая к этому проекту, провело научную работу соответствующую, оценило возможные сборы, и они в свое время оценивались на уровне 50 миллиардов в год. То есть 50 миллиардов в год государство планировало получить дополнительных средств для того, чтобы иметь возможность оперативно их использовать для поддержания и эксплуатации федеральных участков дорог, для, может быть, строительства новых участков и так далее, и так далее. В день запуска системы «Платон» ее, кстати, дальнобойщики сразу расшифровали как «плати за тонну». На акции против нововведений вышли водители фур и представители компаний-перевозчиков в 24 регионах страны. Хозяева большегрузов по километровую оплату окрестили тройным побором и увидели в ней больше минусов, чем плюсов, начиная от дополнительных обременительных расходов и заканчивая конкуренцией с водителями-мигрантами. Мне нужно платить налоги, солярку и все остальное, квартплату, потому что мы здесь живем. Все дорожает, соответственно, и коммуналка дорожает, и я за нее плачу. Они живут по 20 человек в какой-то в общаге. И все, налоги он не платит. Ничего не платит. Конечно, он будет ездить за 30 копеек. А я это сделать не могу, потому что мне нужно налоги заплатить, семью накормить. Здесь на севере живем, здесь риск сплошной, дороги. Это не у вас там по России ездят они. Один экстрим. Да. И в каких условиях мы тут живем на севере? У нас и так работы нет, вы еще последнее отбираете от нас. Значит, собрали по Якутии подписи мы, дальнобойщики. С улусов отдаленных прислали нам Беркакит, Приморье, ребята подписались протестом по именно введению платных дорог. И уступки там предлагают нам в каком виде, что снижены цены на первоначальный взнос там рубль 53, потом с последующим увеличением происходит все вот это. Но опять же, как же можно снимать со всех одинаково рубль 53 даже вот в этом плане, когда есть какие-то категории дорог, которые происходят, я так думаю, что надо отталкиваться хотя бы от них. Перекрывать дороги будем, да и все. Вообще груза, чтобы сюда не поступали. И железку еще перекрыть эту. В то же время, прежде чем ввести дополнительную оплату для многотонников, провели масштабное исследование, в ходе которого вычислили ущерб, причиняемый большегрузами. Опять же, в рамках научной работы, которая была проведена правительством России, был оценен следующий ущерб. Один проезд большегруза с разрешенной массой свыше 12 тонн равен по ущербу проезду 50 тысячам легковых автомобилей. Есть еще один нюанс. Тариф на перевозку грузов, как утверждают дальнобойщики, не менялся около 10 лет, в то время как оптовики и розничные торговцы корректируют цены вверх вместе с ростом топлива. Мы не поднимаем. Мы работаем еще, у нас тонна километр по 6 рублей, по 5 максимум. А вокруг все подорожается. И соляра поднялась, и тому прочее. Если я буду ездить по платной дороге, это уже будет все на расценке отражаться.
получается. Ну, как бы то ни было, нововведение есть нововведение, эффективность которого покажет время. Пока стороны ищут точки соприкосновения. Так, например, Минтранс страны уже откликнулся на протесты дальнобойщиков и обещал снизить штрафы за неоплаченный проезд грузовиков в 9 раз, до 50 тысяч рублей для их владельцев, а водителей грузовиков временно освободят от этого административного наказания. Сергей Алексеев, Афанасий Николаев, Иван Семенов, Якутия. День за днем.